Загадочный смысл нашей республики пытаются разгадать многие туристы. Поэтому сердце этих туристов просится снова сюда, чтобы попробовать разгадать эту загадку. И даже спустя 100 выпусков мы не сможем передать вам эту дивную красоту нашей республики. И попробуем покорить это место своими силами. Мы пришли показать вам Тыву. Срочные новости. Опровержение нашего недавнего выпуска про Айдына-17. Оказывается, Айдын-17 на самом деле жив! К нам в руки попал секретный материал из рук самого Айдына-17. Йоу, это то, что я тебе говорю, мой родной подписчик. Йоу, я не умер, как сказали. На самом деле живой я. Вот я. Айдын 17, 23, 5, 2, 3, 4, 8, 10, 30. Сейчас я стою тут, мне жарко, да, вот в этой одежде. Нужно снять, потому что я 17, 23, 05, 03, 23. Йоу. У меня миллиард подписчиков, потому что я фиолетовая змея. Как выяснилось только что, гениальный певец, танцор ТикТока и рэпер Айдын-17, оказывается, жив. В связи с этим хотим принести наши глубочайшие соболезнования всем любителям хорошей музыки. Пихемский кожун – самый русскоязычный в нашей республике. Он осваивался русскими переселенцами с конца 19 века. Район имеет 1 город, 7 сельских поселений и 14 населенных пунктов. Мы сейчас находимся в городе Туране, административный центр Пихемского кожуна. Основан он был в 1885 году, а городом стал только спустя 60 лет. Наша команда сейчас разделилась, и мы устроили друг другу задание. Кто больше снимет и кто будет больше прав. Здравствуйте, меня зовут Алдынай, я живу в Туране. У нас недавно появилась новая площадь молодежная. Буквально за месяц ее построили. Друзья, это дерево любви. Здесь молодожены вешают свои замочки. На открытии первая пара уже повесили свой замочек на самый верх. Что это такое? Это скамейка, и она выполнена в форме сердечки. А почему? Потому что сердце. Нам объяснили, сказали, что это скамья примирения. Я его просил, чтобы он мне это сказал, и в итоге ничего из этого он не сказал. Поэтому мы продолжаем путь дальше. Сейчас мы идем на детскую площадку, которая была выполнена также недавно, да, то есть в прошлом году, да. Вот сейчас мы идем. Йоу, здорово, пацаны. Че, на улице холодно, да, в последнее время? Теплее одевайтесь, ладно? А то реально очень холодно и просто не хочется, чтобы вы заболели. Че, как тебя зовут? Меня Начин. Начин, да? Здорово. Здорово. Меня зовут Арсен. Здорово. У тебя как? Начин. Тоже Начин, что ли? Ну да. Два Начина, что ли? И вы друзья, да? И че, и как у тебя? Я Начин, да? И вы оба поворачиваетесь, да? Ладно, пацаны, давайте теплее одевайтесь, ладно? Сейчас знаете то, что идет пандемия коронавируса, да? Вы его боитесь? Маски, короче, носите. Давайте, пацаны. Я пошел, короче. Привет. Как тебя зовут? Юля. Юля? Это твой щенок? Вот это место как называется? Вот это? Да, детская площадка, да? А как щенка зовут? Маша, да, зовут? А, ну ладно, хорошо. Давай пока тогда. Ладно, короче, я так понял. Вот эти люди распугали бедных детей, поэтому пойдемте дальше. А ты знал, что нам проект сейчас демонстрирует сам автор проекта? Да? Проектировали эту площадку? Да. То есть... Только эту. И детскую. Ой, детскую Детскую, да? Площадку. А, А ты знаешь, когда мы в первый выпуск снимали в Аруме, помнишь площадку спортивную? Это тоже автор проекта, тот же. Да, в натуре, что ли? Получается, Алдынай, она вообще молодец. Спасибо большое вам за такие площадки, это прям здорово. Теперь пойдемте дальше. Я вам что говорил? Ты что стоишь? Садись давай!
Я вам говорю, если вы хотите хороший контент снимать, значит нужно снимать. Меня нанял депутат для того, чтобы я вас мотивировал. Меня они просто так наняли. Еще я занимаюсь биочисткой ковров. Пишите, звоните. А кто это был? Первая школа Тувы открылась именно в Туране в 1908 году. Если 9 ноября они открылись, то уже через 2 дня за парту сели 46 учеников. Ну так-то уже я снимаю. Эки хүннің мәндізле әргім чонуыз. Біздер база пөкін тұранда біз. Қаршыстарын жоғап берсілер бі? Ханым база бистер базам база анияқтарның дураның болғаш базам, блогерлердің евлелі болғаш базам. Бүгін болса бистер базам, бічия жас жырлар төбінде тұрбіз чағды ұтқынған қайпырын. Чағды ұтқынғанда шат қадырам, бистер тұтпан істемес, сында жүгедір өршіпсіз бәйіндірін. Друзья, приехали мы в Кыштак. Тут на самом деле, как я всегда говорю, очень живописно. Вот. Пихем он такой классный, блин, ё-моё. Вот прям на самом деле, смотрите, дорогие. На самом деле, знаете, тут если поселиться со своими кентами, было бы реально здорово, потому что тут, ну, очень живописно. Старба проектігі ұзан бұл жылынжа кіржіп чейірбенекті алғаныңыз өріп тұрар ұстырбез. Лесхоз ұзы білі кере чары олғыштың бабажыңны, кажаны қылып берген. Бізге чейірбенек берген чейірбенесті ешіл болғыштың соғында кіржіп үзелдегі ұстарға тамшыдар болған біз. Аныя көплігі қыштағды проектіде бошылында негелеп кіршіп тұрар біз. Чедайда 200 өшкіні хүлейін кәш. База шағла бұл ежіл тұрғызында бұл 200 өшкіні шағламжар саны білі хүлейдір біз деп мұнды саналды біз. Now from the top, make it drop. That's some wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's some. 자, 한남 가서 지대지대로 오란 뭐 안약따르 업스팅 안약따란다 틱톡 татыранды хан базам нишаңны апарам базам 지대지대로 ор аняктарны желедер жору розеки аняктар дергам стингелер естер база. Дорогие друзья, я сейчас какое время уже среди них всех. Это очень сложно. Потому что тут есть еда от Hot Chicken. Hot Chicken сказал один из наших спонсоров нашего проекта «Покоряя Туву». Калинина 124. Заказывайте и кайфуйте так же. Так, ладно, выдвигаемся. Мы сейчас находимся в Ханине. Вот, тут тоже так же живописно. Вот. А как мы зовемся? И уехал такой в козу. Это просто исторический момент, дорогие друзья. Мы выбрались в Пихем, и мы сейчас находимся на чуть ли не самом живописном месте нашего трипа. Поселок Хадынь – необычайное место, куда практически не ступала нога туриста. Это уникальное место, которое стоит нам посетить отдельным выпуском. Кратко расскажу, что здесь примерно есть. Есть бандитский лог, где оборонялись белогвардейцы от красных. Есть Балтыхо, где по легенде люди черпают рыбу ведрами. В общем, это место стоит посетить еще раз.
В долине царей расположены цепочки огромных курганов, захоронений вождей скифских времен. Курганы следуют друг за другом, отражая, вероятно, те родовые связи, которые следовали у умерших. Крупнейшими находками в этой долине являются курган Аржан-1 и Аржан-2, где мы сейчас, собственно, и находимся. Во всей долине еще очень много захоронений, которых не коснулась рука человека. Күннің сөгімедесі болса, айдың 17 қымында білбес ұлы алдарлы артизи, тиктокер танцоры болғаштың рэпері чок болғандап медей келген. Ханым мен бодалым болсам, базам айдың 17 дерген біздің көрінестің еңнелі бағай болғаштың білдімес артизи от бірер жақ бергем хан базам. Аняқтарны желеді еткіп жорыр болзы кедеп болып тұрбын. Жақ бергем айдың 17-ні желеді еткіп жорыр болзы кедеп болып тұрбын. Дорогие друзья, айдың 17 было невероятным, самым незапоминающимся певцом и тиктокером на всем белом свете, но сегодня мы не нашли его среди нас. Но какая неожиданность! На месте наших съемок образовалась новая команда КТРК Тува, которая вероломно помешала нашим съемкам. Как вы прокомментируете ситуацию? Сен кайын, сен? Телеканал абсолютно не имеет, телеканал не обладает достаточной компетенцией. И я не могу просто представить, что наш телеканал ТВ-17 просто снимает самый лучший документальный. Дорогие друзья, сколько раз я говорил, что эпичных мест, наипрекраснейших и живописных в республике у нас море. А сейчас я в прямом смысле стою в море. Ну не море, это, конечно, озеро. Наипрекраснейшее озеро Кахы. Это загадочное, необычайное, красивое и таинственное озеро является еще и лечебным. По легенде, хозяйкой этого озера является необычайной красоты женщина в тувинских одеждах, которая приходит верхом на белом быке. Говорят, ко всякому, кто увидит ее, приходит большая удача в жизни. Живописное место на самом деле. А что это было? Вы слышали? Что-то как-то мне это уже начинает особо не нравиться вообще просто. Вы слышали этот звук, да? Ты тоже слышал? Да, я слышал. На самом деле. Блин, ё-моё, что тогда делать? Мы будем тогда тут что-нибудь доснимать или нет? Что-то мне тут на самом деле жутко очень. Я думаю, все тут. Я тоже думаю, блин. В смысле? Эй! Там как будто что-то кинули во что-то. Там такой металлический звук был, жестко. Это отсюда был металлический звук. Клепали. Ладно, давайте этот детский сад прекращать. Не, подожди, я серьезно. Не, я пойду посмотрю. Пойду посмотрю, что за... Ты слышал, Буян? Ну тогда ты сам пойди, я это, если... Я это... Да не, я просто посмотреть хочу. Это было очень глупо. Из-за какого-то звука так сильно пугаться, это непрофессионально, я так думаю. Я этот звук слышал прямо перед собой. Конечно, на самом деле прям очень не хочется верить в то, что я слышал, но невозможно не верить, потому что, это правда. Я, как всегда, не в теме. Мальчики не дали мне попутаться. Я, конечно, чувствовал, бывало в жизни такое, что что-то неестественно, паранормальное было. Но на самом деле, я признаю, что жутко было. Там еще атмосфера такая была немножко жуть наводящая какие-то.
А вы крики не слышали, кстати? Я только что услышала вон там. Немножко наводящие какие-то. Ну это утки. Нет, это люди. Нет, это были люди. Это утки. Не, сейчас серьезно, сейчас серьезно, я из леса. Об этом никому ни слова. Ты меня снимаешь? Сейчас мы приехали на Маралхоз. К сожалению, мы не смогли поймать больших моралов. Смотрите, какие красивые горы здесь. Прекрасные горы. Здесь держат, походу, лошадей, да? Вы сейчас будете свидетелями того, как мы увидим эту олень, да? Я в первый раз в жизни сейчас увижу оленя. И, скорее всего, вы тоже со мной в первый раз увидите оленя, потому что я в первый раз вижу оленя. Ой, какой благородный. Ой-ой-ой. Вашему вниманию представляем Мишу. Мишка. Это Миша и его жены. А как жен зовут? Маша? Это Зоя и Маша и Миша. На самом деле, да, очень обидно, что мы, к сожалению, не успели поймать моралов. Но ничего страшного, зато познакомились с Мишкой и его двумя женами. В эту турбазу так-то очень много людей приезжают. Вот одна семья идет. Здравствуйте! Здравствуйте, башки! Скажите несколько слов насчет турбазы. Супер! Несколько слов. На самом деле, это были прекрасные 2 дня, проведенные в Ихемском Кожуне. Этот Кожун запал в наши сердца. Друзья, самый романтичный Кожун Ихемский подарил нам любовь. Любовь к своим невероятным красотам. Мы хотели покорить этот Кожун, но этот Кожун покорил нас. И да пребудет с вами сила.